Кыргызстан – одна из наиболее открытых стран Центральной Азии. Любой турист или путешественник может находиться без визы в нашей стране 10 дней, а некоторые страны имеют неограниченный доступ пребывания в нашей стране. Въехать и выехать в нашу страну можно через 3 КПП. Первое КПП – это Акжол, которое находится на границе с Казахстаном. Второе КПП – это в аэропорту города Ош. Третье КПП – в аэропорту Манас. Так что приезжайте в нашу страну, узнавайте. Подписывайтесь на страничку ОВА ТВ, смотрите проект «Места обитания». Увидимся! Всем привет, уважаемые телезрители, уважаемые друзья! Телеканал ОВА ТВ, проект «Места обитания». Меня зовут Адилет Каиров. Мы сегодня находимся в Бишкеке. У меня в карманах $20, и моя задача показать вам отдых в этом городе за $20. И, наверное, первым делом надо снять комнату, в моем случае хостел, так как это удобно и дешево, чтобы оставить вот эти вещи, потом пойти погулять. Если вы готовы, готовьте свои попкорны, еду, напитки, а я должен охладиться, а потом начать. Поехали! Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Меня Спасибо. зовут Автандил, я администратор Classic Hostel. Ага, спасибо. Так, нам бы нужен номер, нам бы такой нормальный, но дешевый. У нас есть одноместные номера, двухместные Ага. номера, трехместные и четырехместные номера. Классно. Можно, да, посмотреть? Да, пойдемте, я вам покажу. Let's go. Ребята, я не имею опыта в хостелах, так что, думаю, Автандиль мне поможет. Вот это у нас одноместный номер. Угу. Проходите. Можно, да, пройти? Да, конечно. Так, одноместный номер. Классно, уютно. Телевизор, шкаф. И сколько это будет стоить, интересно? Это у нас будет стоить по 1500 в сутки. 1500? Да, да. Это мой полный, да, кэш? Пойдемте, сейчас я вам покажу двухместный номер. Ага. Двухместный номер на втором этаже. Да. Как это символично. О, можно, Вот да, это зайду? у нас двухместный номер, да. Ага. Получается, тут будут, как бы, эту комнату будут снимать две разные люди. Шкаф, в принципе, телевизор, кондиционер. Все есть. И сколько это будет стоить? По 1000 сомов с человека. По 1000 сомов? Да. Тоже не сойдет. Далее двигаемся, друзья. Они у нас по 700 сомов. По 700 сомов? По 700 сомов. Да. По 700 сомов. Думаю, кондиционер, 4 кровати. Берем? Берем. И так, как я понял, в этом хостеле самый дешевый номер, да, бюджетный номер, это за 700 сомов, Да, да. четырехместный, да? Потом идет трехместный, тоже за 700 сомов. Да, да. Потом двухместный 1000 сомов и одноместный 1500 сомов, да, как я Совершенно понял? верно. Классно. Я заметил, тут повсюду у вас кондиционеры, Wi-Fi есть еще. Да, да. Это у нас холл. Ага. Гости имеют возможность тут отдохнуть или поиграть вот в шахматы, например. Просторно, дышится классно. В принципе, повсюду диваны, можно садиться куда угодно и немножечко прилечь или посидеть и поговорить со своим другом или с разными людьми, которые приехали с разных концов света. Так. Перед заселением вам надо заполнить анкету. Ручкой. Классно. Это получается регистрация, да? Да, да. Такого рода. Анкета хостела, вот, дата выезда, дата заезда, имя, фамилия, дата рождения, электронная почта, все. Все готово. Добро пожаловать в Classic Hostel. Приятного вам отдыха, Адилет. Спасибо огромное за обзор, было круто. Итак, пойдемте теперь в наш личный номер отдыхать, а потом прогуляемся. Итак, ребята, находимся в своем номере. Ну, не в своем, так как это хостел четырехместный, другие люди тоже будут снимать. Но, слава богу, тут пока что никого нету. То, что очень удобно в хостелах, это вот такие ящики. Ты туда можешь положить свои вещи
закрыть на ключ и забрать ключ с собой. В безопасности все. Итак, начинаем. Мой номер рассчитан на 4 человек, и так как людей нету, пока я могу выбрать себе уголочек. Вот этот угол мой. Над каждой кроватью есть светильники и точки для электроснабжения. Можете почитать, отдельно его включить, вот, почитать книги или что-то в этом роде. Кондиционер работает в штатном режиме. Полки посмотрели. Давайте перейдем к самому главному. В ванной комнате. Классно, просторно. Вешалка. Душ. Все чисто, все классно. Ну, унитаз. Вы знаете, что с ним делать. Вода чистая, горячая, холодная. Все есть. С комнатой разобрались, и перед походом в город надо подкрепиться. Так как у нас сегодня $20, я по дороге купил вот такой вот лапшу быстрого приготовления алькони. Сейчас будем готовить его. Он стоит всего-то 20 сомов. Да, кстати, друзья, если вы не знаете, как заваривать эту лапшу, смотрите внимательнее. Курс по завариванию кукси. Отлично от меня. Ну что там, братан? Готово все? О, в принципе, готово. Классно. Проверяем. Смешиваем. Вот и обед готов. Обед за 20 сомов. Кстати, мы еще купили лепешки по пути. Приятного аппетита! $20 сомов? Или даже 15 сомов за лепешку, да? 35 сомов. Я уже сыт, а я еще не доел. Итак, друзья, комнату нашли, вещи оставили. Подкрепились, силы появились, теперь надо познакомиться с городом и рассказать про его небольшие секреты и погулять немножечко. Поехали! Ребята, рассказываю, что происходит. С хостела направляемся гулять в центр города, а именно в Дубовый парк, парк Панфилова и на Старую площадь. Хотим посмотреть и рассказать. По дороге встречаем очень много пробок. Обычный случай в городе Бишкек. Красочно. Поехали. Ну вот, друзья, приехали на намеченное место. Вызвал себе Яндекс.Такси, так как удобно и так как эта линия такси как-никак популярна в городе Бишкек. Мы сейчас находимся в Дубовом парке. В этом парке находится музей под открытым небом. И сразу нас встречает статуя Мухтара Ауэзова. В общем, друзья, несмотря на то, что парк был в 2010 году, если я не ошибаюсь, был переименован на имя Чингиза Айтматова, все равно местные люди называют его своим любимым Дубовым парком. Вот и вышли из парка, друзья. Парк очень классный, потому что если вы хотите спастись от жары, если вы хотите подышать свежим воздухом, этот парк самое то, потому что огромное количество деревьев, которые там находятся, прекрасно позволят удобно и свежо погулять по этому парку.
Направляемся далее, там нас ждут аттракционы, парк Панфилова. Друзья, начали гулять с Дубового парка, прошлись по Старой площади и теперь настигли парка Панфилова, где есть очень много аттракционов, аттракционов разного вида. И сейчас мы попробуем прокатнуться, потому что у нас есть еще деньги. Пока шли и настигли своей цели, мы сейчас находимся в парке Панфилова и собираемся прокатиться на большом чертовом колесе. Будет очень интересно, следите за нами. Здрасте. Здрасте. Можно, да? Так, он двигается, успеем. О, вот и мы внутри, ребята. 150 сомов стоит это развлечение, так что можете сюда прийти, посмотреть город. Как раз там закат. Этот аттракцион, по-моему, самый-самый топовый в этом парке. Любуйтесь, закат! Все ради вас! Друзья, у меня остались последние деньги, и на эти деньги я решил потратить на еду, на ужин. Здрасте. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, одну шаурму? Одну шаурму, Да, давайте. одну шаурму. Все сделаем сейчас. Можете? В лучшем виде. Да, в лучшем виде. Увидев камеру, нам сказали, что можно кушать вот такую вот прелесть внутри этого заведения, а так его кушают на улице. Как-никак это уличная еда. Быстро приготовили, а мы его быстро покушаем. Приятного аппетита, если вы кушаете. Когда ты голодный и тебе быстро требуется по-быстрому покушать, извините, что говорю забитым ртом, вот эта еда самый настоящий деликатес. В Бишкеке его обожают просто. Ребята завершили день за $20. В принципе, было познавательно, классно и вкусно. Спасибо, ребята, спасибо огромное, что дали возможность покушать внутри. Спасибо огромное. Если у вас будет время, заходите в это заведение. Закончился первый день с $20. В принципе, можно сделать все, что угодно. Познавательно, интересно, классно провести время в городе. Завтра моя сумма увеличится, так что я с нетерпением жду завтрашнего времени. Сейчас пришло время для отдыха, для сна. Если вы тоже засыпаете, спокойной ночи, друзья. Все хорошо. Доброе утро. Наступило утро, друзья. Утро. Как у вас настроение? Надеюсь, хорошее. Настроились на новый день? Я-то настроился. Сегодня будет еще интереснее, еще познавательнее, и еще побольше денег будет. Если вы готовы, я тоже готов. А я пошел в душ. Ой! Друзья, кстати, гигиенические вещи в хостеле не предоставляются. Желательно с собой привозить шампуни, мыло, зубную пасту, зубную щетку тоже. Полотенце вроде как предоставляется. Утро наступило, и самое время позавтракать. Что включает завтрак туриста?
То, что мы смогли себе позволить, это 2 яйца и вот такая вот сосисочка. Хостел, слава богу, предоставляет все: посуду, помещение, кухню. Все, что тут есть, можно использовать. Так что я, наверное, сначала подготовлю яйца. Хостел предоставляет все. Начиная от соли, сахара и всех ингредиентов, от масла до вот такой вот плитки и посуды. Итак, рассказываю, что у меня на столе. Яичница с сосиской, варенье, которое предоставил нам хостел, холодный напиток, чай еще горячий, если хотите, и хлеб, который мы оставили со вчерашнего обеда. Приятного аппетита! Итак, пробуем мое творение. Надеюсь, будет вкусно. Самое лучшее то, что это будет сытно и дешево. Кстати, друзья, на досуге вы можете посидеть тут, поиграть с людьми в шахматы. Сюда приезжают люди с разных концов света, так что вы можете за этим столом познакомиться с ними, пообщаться и узнать культуру других стран. Вот и, друзья, закончился мой день за $20. В принципе, вы узнали и увидели, что можно сделать за эти деньги. Но, чтобы вы не огорчались, мы с компанией Let's Go решили вам оставить маленький презент. Я спрятал сертификат на заряд от Let's Go в бутылке сзади телевизора этого хостела. И первый человек, кто найдет эту бутылку, получит заряд от Let's Go. Прекрасного вам завершения дня! Вот очередной выпуск проекта «Места обитания». Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на все странички телеканала ОВА ТВ. А я, в свою очередь, двигаюсь далее, и нас ждет очень много познавательного, интересного и прекрасного. Будьте с нами, проект «Места обитания». Адилет Каиров, телеканал ОВА ТВ. До скорой встречи! Пока!